праздник в честь самого родного человека. В Ингушетии поздравили матерей, выдающихся жителей республики, и провели кондитерский фестиваль. В рамках борьбы с коррупцией в республике расследуют громкое уголовное дело, главным фигурантом которого стал начальник ГИБДД. Кто самый умный? В Назране состоялась интеллектуальная игра «Что, где, когда». Здравствуйте! В эфире вечерний выпуск новостей, в студии Бекхан Хашигульгов. Сегодня Международный день матери. В большинстве стран его отмечают во второе воскресенье мая. В России же в последнее воскресенье ноября. В этот день по поручению главы Ингушетии поздравления получили матери видных жителей республики. Среди них Тамара Катиева и Хава Нальгиева, мамы героев России. Руслан Албагачиев расскажет подробнее. Тамара Катиева вырастила и поставила на ноги 3 сыновей и дочь. Старшим сыном был Ахмед Катиев. После его гибели в конце августа у Тамары Абукаровны ухудшилось здоровье. Она попала в больницу и 11 дней находилась под капельницей. По поручению главы Ингушетии в честь Дня матерей ей вручили подарки. Был бы Ахмед жив хотя бы один день, тогда он узнал бы, как о нем отзываются друзья и коллеги. Он был честным человеком, где бы он ни находился, о нем все хорошо отзывались. Ахмед Катиев был секретарем Совета безопасности Ингушетии. Большую часть времени он уделял семье и работе. В том числе возглавлял республиканскую комиссию по адаптации участников НВФ. Ахмед был очень хорошим человеком. Когда у него были выходные, он привозил нам подарки, сладости. Нам очень хватает дяди Ахмеда. Автомобиль, на котором Ахмед Катиев каждый день направлялся на работу, был обстрелян утром 27 августа в Малгобекском районе. Катиев погиб на месте, водитель скончался по пути в больницу. По версии следствия, к убийству причастны члены группировки Артура Гитагажева. Установлены 3 лиц, причастных к преступлению. Один из них – уроженец Чеченской республики, Артур Далсаев, задержан, остальные объявлены в федеральный розыск. 9 декабря, в День Героев Отечества, в Назране на мемориале памяти и славы семье Ахмеда Катиева вручат звезду Героя России. Этого звания он удостоен посмертно. Без внимания не оставили и мать другого Героя России, Руслана Нальгиева. Она вырастила 3 сыновей и дочь, вторым был Руслан. 17 августа 2009 года боевики совершили нападение на РОВД Назранского района. Утром, когда не менее 50 сотрудников милиции проходили на плацу инструктаж, ворота отдела протаранила «Газель» с примерно 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. За рулем автомобиля находился смертник. Капитан Нальгиев бросился на перерез и на ходу открыл огонь по машине. Нальгиев находился от нее в 5 метрах. Он получил тяжелое ранение, потерял ногу. Рискуя своей жизнью и здоровьем, герой спас жизни 94 своих коллег. После ранения Нальгиев был вынужден расстаться со службой. Я рада, что меня и других матерей не забывают. Спасибо вам за это. Это судьба, что мой сын остался живым. Я благодарна всем, кто помогал и оказывает нам помощь. Руслан Албагачиев, Милана Хашагульгова, Рахман Цуров, Новости 24. Также сегодня по поручению главы республики поздравили матерей члена Совета Федерации Мухарбека Дидигова и муфтия Ингушетии Исы Хамкоева. Начальник общественной приемной главы и правительства республики Муслим Яндиев вручил подарки с наилучшими пожеланиями Мадинат Дидиговой и Тамаре Хамкоевой. А министр здравоохранения Беслан Матиев поздравил депутата Народного собрания Жансурат Алушеву, зампреда комитета по науке, образованию, культуре и спорту. В парламенте Алушева работает в последние годы. До этого была телевизионным корреспондентом и заместителем председателя ГТРК Ингушетия. Также она возглавляет региональное отделение Союзов журналистов России. Поздравления сегодня принимает и Анна Косенко, лейтенант полиции, вдова, сотрудница ОМОНа. Она совмещает сложную профессию, которую принято считать мужской, с обязанностями многодетной мамы. Как это удается, узнавал Магомед Асканов. Будний день семьи Косенко начинается с 6:30 утра. Добрая с детьми и любимой коллегами лейтенант полиции Анна Косенко готовит завтрак для школьников. 8-летняя Екатерина помогает маме и всегда рядом. Сын Николай, которому скоро исполнится 18, в этом доме почти как отец для младших. 3 домочадцев садятся и каждое утро смотрят домашние альбомы, вспоминают своего отца, который ушел из жизни 5 лет назад при исполнении служебного долга. Дмитрий Косенко нес службу в рядах ОМОНа. Ему в машину подложили самодельное взрывное устройство.
рабочий день. Он закончил рабочий день, возвращался домой и считается при исполнении армейского время, когда он следует на работу или когда он следует с работы домой, это время считается при исполнении. То есть получается, что машину заминировали до того, как он уехал домой, и по дороге все произошло. Когда Анне позвонили родственники и рассказали о взрыве, она еще надеялась увидеть его живым, но так и не успела. От тяжелых ранений он скончался в больнице. Через полгода не стало и матери Анны, но несмотря на все утраты и тяготы, Анна сумела встать на ноги. Каждый день Анна прощается до вечера со своими детьми. Катя и Миша неохотно провожают маму на работу. Им всегда не хватает ее ласки и внимания, но так или иначе выбранная профессия ждет офицера полиции. Работа в отделе информации и общественных связей МВД Республики не самая легкая, но Анне помогает сплоченный коллектив и взаимопонимание. В настоящее время у нас, я думаю, что есть все условия для того, чтобы в полной мере осуществлять все свои функциональные обязанности нашего подразделения. Коллектив у нас очень дружный, взаимная выручка, у нас все присутствует. Юрист по образованию, она быстро устроилась на службу в правоохранительные органы и продолжила карьеру мужа, став дознавателем в городском отделе внутренних дел Карабулака. Скоро решилась и проблема с жильем. Руководство республики выделило 3-комнатную квартиру. Сама Анна считает, что важно научить детей быть хорошими людьми. Мы не имеем права бороться с преступностью, воспитывать дома тех, кто, выйдя на улицу, совершит преступление, говорит Анна, вспоминая слова мужа. Магомед Асканов, Гапур Чахкиев, Новости 24. В Назарановском доме культуры прошел фестиваль кондитеров «Мамазия», приуроченный ко Дню матери. Там выбирали лучших кулинаров. Любой желающий мог выступить в качестве дегустатора и оценить кулинарные способности участников. Подробности в сюжете Хади Адельбиевой. Ася Арапиева представляет одну из кондитерских фирм. На конкурс она испекла торт в форме гитары. Это не первая креативная задумка кондитера. Он называется торт классический. Он изготовлен из легкого бисквита, из крема пломбир. Национальные блюда, торты, пироги и все, чем можно порадовать гурманов, представлены на столах конкурсантов первого в республике фестиваля кондитерских изделий «Мамазия». По словам организаторов, мероприятие ставит целью развитие семейного отдыха, популяризацию туризма в Ингушетии, возможность открытия для предпринимательства республики новые границы и налаживание взаимодействия бизнеса и государства. На ярмарку пришли жители, представители различных кондитерских компаний. Цель нашего мероприятия – собрать кондитеров в такой неформальной обстановке, поговорить о насущных проблемах пищевой индустрии. Значит, мы собрали тут основных ведущих бизнесменов в сфере, в отрасли кондитерского бизнеса. 10 лучших кондитеров республики представят здесь свою продукцию для дегустации гостями фестиваля «Название лучшего». Участник, который получит наибольшее число лайков, станет официальным партнером Комитета Республики Ингушетия по туризму. Также здесь были студенты, которые учатся на кондитеров. Вместе с преподавателем они пришли представить национальную кухню. У нас есть национальные блюда. Это халва, наша ингушская халва. И чапельгиш с картошкой. Тоже мы считаем, это, во-первых, еще горячие еще. Мы их с утра сделали, привезли. Поэтому в этом мы считаем наша изюминка. Победителем фестиваля стала Зухра Ажигова, у которой, по мнению гостей, торты оказались самыми вкусными. Рецепты моего фирменного торта я его придумала сама. Чудо тоже сама придумала. Свой торт, мой рецепт. Всем все понравилось. Продегустировать кондитерские изделия приехал и Абубакар Мальсагов. Он оценил продукцию. Затем в непринужденной обстановке пообщался с многодетными матерями Ингушетии и вместе с ними посмотрел концерт, подготовленный для всех мам республики. Я пил чай с женщинами. 10 женщин со мной сидело, у которых больше 10-12 детей. Это какое счастье их видеть. Я был очень рад. Праздник прошел достойно. Фестиваль кондитерские изделия «Мамазия» привлек и любителей вкусно поесть, и тех, кто хорошо готовит. Сотни маленьких хитростей и десятки рецептов кондитеров не перестают нас удивлять. Что еще придумают мастера, узнаем в следующем году. Хади Адельбиева, Рамзан Миржоев, Ахмед Парчиев. Новости 24. Глава республики посетил сад в сельском поселении Троицкое, где подготовлена территория площадью 270 гектар, которую скоро засадят яблоневыми деревьями. В мае был заключен договор с итальянскими специалистами в области сельского хозяйства, которые будут помогать ингушским аграриям в развитии сада. Планируется, что с 1 гектара будут собирать до 55 тонн яблок во время уборочной кампании. Здесь будут обеспечены работой более 400 человек.
Продолжаем выпуск. В Ингушетии в рамках борьбы с коррупцией расследуют громкое уголовное дело о продаже автономеров и незаконной регистрации машин. Главный фигурант – начальник ГИБДД Республики Алаудин Накасхоев. По данным следствия, с апреля по июль прошлого года полицейский давал указания подчиненным о незаконной регистрации иностранных автомобилей, не прошедших таможенное оформление. Накануне сотрудники ФСБ провели обыски в доме Накасхоева и еще почти 2 десятков полицейских, а также в кабинетах регионального МРЭО. Изъяты компьютеры, деньги и документы. В Ингушетии по подозрению в пособничестве банд подполья задержали жителя сельского поселения Инарки Абдулмалика Дасхоева. По данным следствия, в мае этого года он оказывал помощь участникам незаконных бандформирований, в частности, передавал медикаменты членам НВФ под руководством Артура Гетагажева. Напомним, что Гетагажева подозревают в причастности к убийству секретаря Совета безопасности Ингушетии Ахмеда Катиева. Артур Гетагажев уже несколько лет находится в федеральном розыске. Было установлено, что Дасхоев Абдулмалик Давудович, 89 года рождения, зарегистрирован по адресу Республика Ингушетия, Малгобекский муниципальный район, сельское поселение Инарки, улица Ахриева, 28. В мае 2013 года, более точная дата тоже в ходе предварительного следствия не установлена, осуществлял посредничество членам незаконного вооруженного формирования под руководством Гетагажева Артура Мухаммедовича путем передачи последним медикаменты, приобретенные его Багаудином Мухаммад Башировичем, предназначенные для члена незаконного вооруженного формирования Евлонову Ахмеду Багаудиновичу. К другим темам. Наша телекомпания продолжает следить за ситуацией вокруг переселенцев из аварийного жилья в Орджоникидзевском, которых жаловались, что уже 2 года не могут получить документы на собственные квартиры. И к тому же испытывают бытовые трудности. Мария Мистоева узнавала, что изменилось после ее первого визита. Жители улицы Демченко в Орджоникидзевском жаловались на канализационную яму, которая часто наполнялась. После долгих споров и разбирательств представители ЖКХ предложили свое решение. Я предлагаю закрыть воду на 1 день, на тот период, который мы будем вывозить эти нечистоты, полностью до дна вывести эти нечистоты и посмотреть, появляется там блуждающие воды, как говорится, или утечка воды там идет, или трубопровод порванный. Спустя неделю наша съемочная группа вернулась на улицу Демченко, чтобы выяснить, каковы результаты. По словам начальника жилищно-коммунального хозяйства, из канализационной ямы было выкачано 120 кубов воды. Это 15 цистерн и 26 тысяч рублей убытка для ЖКХ. Каких-либо там блуждающих вод, грунтовых там вод фактически нам не обнаружено. Жителям мы показали, объяснили, выкачали полностью все, комиссионно просмотрели, никаких вод там блуждающих нет. Посторонних источников наполнения ямы обнаружено не было. В итоге виной всему оказался ее размер. Она слишком маленькая для такого дома. Яма небольшая у нас, она маленькая. Поэтому она и набирается. Мы хотели узнать точно, почему она так быстро набирается. Где-то дефект, что-то, может трещина, может что-то. Но выяснилось, что нигде ничего нет, яма хорошая. Застройщик не предусмотрел, что для такого большого дома 3-метровая яма окажется слишком маленькой. При населении до 60 тысяч человек в районе необходима централизованная очистная система, как в других крупных населенных пунктах, таких как Назрань, Карабулак и Малгобек. Тогда услуги службы жилищно-коммунального хозяйства были бы намного дешевле для жителей поселения. А вот с документами, которые жильцы дома все никак не получат, разобраться не удается. Вопрос так и остается открытым. Районная администрация перекладывает ответственность за это на администрацию сельского поселения. Заказчик строительства – администрация СП Орджоникидзевская. А данные дома по территориальной принадлежности принадлежат администрации СП Орджоникидзевская. Поэтому направили проект договора мены, направили документы о сносе данных домов, аннулировании тех квартир. Далее дело стоит уже за администрацией СП Орджоникидзевской. С жильцами не был заключен договор. К тому же сейчас полным ходом идет разбирательство. Кто же все-таки должен оплатить все расходы на документы, которые должны были отдать жильцам вместе с ключами? По статье 32 Жилищного кодекса инициатор переселения должен взять все расходы на себя. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Комитет по делам молодежи провел очередной интеллектуальный турнир, но в этот раз между студентами. Выявление молодых талантов – такую цель ставят себе организаторы игр, чтобы в дальнейшем они могли участвовать в межрегиональных турнирах такого рода. Индира Манкиева наблюдала за игрой.
Интеллектуальная битва собрала 8 команд из разных учебных заведений. 2 тура, по 15 вопросов в каждом. Мадина Белхароева и ее команда участвуют в интеллектуальном турнире впервые. Говорит, это хороший повод не только проверить свои знания, но и завести новых друзей. Эта игра действительно нужна в любом случае для налаживания, во-первых, молодежных отношений, для сформирования сегодняшней молодежи, интеллектуального развития и для налаживания отношений между колледжами. Недавно появилось сообщение, что X будет у Олимпиады в Сочи и станет еще одним символом игр. Назовите X. Олимпиады в Сочи будет свой запах. 4 часа напряженной борьбы, и вот победитель. Это команда ИНГУ, которая ответила на 20 вопросов из 30. Игра, честно говоря, даже очень интересна. К сожалению, редко, но все-таки, как говорится, редко, но метко. Нельзя сказать, что вопросы были легкими, нельзя сказать, что были сложными. Вообще в самый раз, на самом деле. Победитель наградили кубками и памятными подарками. Индира Манкиева, Муса Хамхоев, Новости 24. Это были все новости к этому часу. До свидания.